Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Зинатуллина. И вот о чем сегодня в выпуске. Судят экс-депутата Госсовета. А какой вердикт суда вы сегодня ожидаете? Справедливый. Рустем Хасанов в сентябре попался с наркотиками. Признал ли он свою вину и почему старт и завершение процесса были в один день, расскажет Нафиса Минязова. Одной большой семьей. Как в республике завершился год национальных культур и традиций, расскажет Рамиль Шайдуллин. Новая надежда. Нам важно не дискредитировать идею. Закон приняли, и очень важно показать результат. Как Татарстан будет участвовать в эксперименте по внедрению исламского финансирования, узнал Дмитрий Аренин. Сегодня в Татарстане началось празднование Дня народного единства. В стране его отмечают завтра, 4 ноября. На Казань-Экспо прошел гала-концерт республиканского этнофестиваля «Наш дом Татарстан». Этим торжеством официально завершается год национальных культур и традиций, объявленный по указу Рустама Минниханова. Как он сегодня отметил, этот праздник – подтверждение единства народов нашей большой Родины, символ общих достижений и побед. И сегодня все гости праздника узнали, какой город признан культурной столицей республики. Репортаж Рамиль Шайдуллина. Легендарная песня прошлого словно обретает вторую жизнь. Ко Дню народного единства на большой сцене ее исполняет большая семья народов Татарстана. В зале представители всех районов вместе и в будни, и в праздники. От всей души поздравляю вас с Днем народного единства. Сегодняшний праздник – подтверждение единства народов нашей большой Родины, символ общих достижений и побед. Мы сильны только тогда, когда действуем сообща, живем в дружбе и согласии. Рустам Минниханов отмечает, сохранение мира и согласия – результат общего труда. В республике уделяется особое внимание и поддержке культуры, и возрождению духовности народов. В Татарстане 13 домов дружбы народов, около 100 национально-культурных центров. Основа богатства народов – их совместное прошлое. Подтверждение этого – редкие экспонаты Национального музея республики, представленные специально к празднику. Древняя утварь, одежда, обувь татар. Их осмотрел государственный советник Ментимер Шаймиев. Он поделился, часть этих исторических экспонатов застал лично в далеком детстве. Сегодня здесь поют и танцуют, причем на разных языках и в разных костюмах. Экспо сегодня – это как бы витрина многонационального Татарстана, такая же яркая и красивая. По доброй традиции украшением праздника стал гала-концерт республиканского этнокультурного фестиваля «Наш дом Татарстан». Десятки народов показали, как хранят свою культуру. Мы друзей очень много сегодня приобрели. Телефонами обменялись, и свои культуры показали, и они нам показали. Очень замечательный праздник. С каждым годом все больше привлекаются коллективов, все больше народности. Если это было, не знаю, 15-20 национальностей, то в этом году еще более масштабней. Царит очень дружелюбная атмосфера. Все действительно как братья. И это очень приятно. Здесь же подвели итоги республиканского конкурса «Культурная столица Татарстана». Награды присудили в 3 группах, разделив победителей по численности населения. Среди районов, где проживает до 21 тысячи человек, победила Атня. Среди районов до 51 тысячи – Актаныш. Гран-при увозит Арск. Они получают 3 миллиона рублей. Все достойные. Это говорит о том, что разброс очень небольшой, все большие молодцы. Всем большое спасибо. Бигзур Рахмат. В рамках праздника Раис Республики вручил государственные награды тем, кто внес большой вклад в этнокультурное развитие республики. Среди награжденных и наша коллега, режиссер ТНВ Зульфира Мухамадиева. Она стала заслуженным работником культуры Татарстана.
Кульминация праздника – исполнение негласного гимна нашей республики, песни «Мин Яратам Сины Татарстан». Сегодня ее пели на всех языках. Рамиль Шайдуллин, Владимир Филатов, ТНВ, Казань. Весь день в павильонах Казань-Экспо работали подворья народов, проживающих в республике. Они лично рассказывали о своих традициях и показывали национальные обряды. Так здесь можно было побывать сразу на всех народных гуляниях: тюркском, Nauruze, русском каравоне, удмуртском Гырон-Бетоне, чувашском Уяве, марийском Семаке и других. Рядом выставка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства: кружево, каллиграфия, войлоковаляние, ушковая вышивка. Мы увидели все народности, такие подворья шикарные, красивые, культуру всех народов здесь собрали. Это огромное достояние нашей России, нашей Республики Татарстан. Мы очень гордимся, что в нашей республике живут все народы в дружбе и согласии. Объединение всех народов, проживающих в республике, в России, и это дает нам силу, чтобы мы были сильные, чтобы мы развивались, чтобы мы друг друга поддерживали. Здесь же читали лекции, давали мастер-классы. В 7 секциях обсудили актуальные вопросы деятельности детских школ искусств, библиотек, музеев. На площадках слушали народные песни в современном звучании, смотрели анимационные ролики, прошла встреча с творческой группой фильма «Бери да помни». Каждый желающий смог ответить на вопросы всероссийской акции «Большой этнографический диктант». В нем 20 общефедеральных и 10 региональных вопросов. Вопросы очень разумные, очень патриотичные, которые действительно многим населению России надо ответить, чтобы понимать суть дела и истории нашей России. Украшением этого праздника стал проект «Вышитая карта Татарстана». Это 2 полотна из 45 уникальных полотенец. В их создании участвовали народные мастерицы со всего Татарстана. Работа сделана уникальным тамбурным швом. Старинную татарскую технику изучали специально. Творческий проект стал продолжением российской акции и, как никогда кстати, пришелся к году национальных культур и традиций. От эскиза до воплощения прошло больше полугода. На полотне в 15 квадратных метров символы, достояния и труды 43 районов и 2 городов. Так, на карте Высокогорского района центральное место занял Казан, у Арска Ичиги с книгой, у Чистополя заповедники. Большое полотно передадут в Национальный музей. 2-я карта объездит районы республики. На самом деле переполняли эмоции, потому что этим делом, этим искусством, вышивкой, особенно тамбурным швом, я занималась еще в детстве. В 7 лет я выходила в вышивальный кружок в нашем городе, был центр детского творчества. Сохраняем традиции этого народного творчества. Работа такая очень комплексная оказалась. Тут и история, тут и искусство, тут и технологии, и тут и художественные дизайнерские решения. То есть все вместе воплотилось вот в одной карте. К другим новостям дня. Страшная авария произошла в соседней Чувашии. Здесь утром в ДТП погибли 4 казанцев. Все случилось на трассе М7. По данным местной ГИБДД, Митсубиси выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. Как видно по кадрам с видеорегистратора, иномарка пересекает сплошную линию и на скорости лоб в лоб врезается в Сканию. При этом она никого не обгоняет. Авария произошла на повороте. В результате водитель и 3 пассажиров Митсубиси погибли. Водитель большегруза госпитализирован. Как сообщают в госавтоинспекции Чувашии, все погибшие были жителями Казани. Что стало причиной трагедии? Водитель отвлекся, уснул за рулем или ему стало плохо. Инспекторы выясняют детали произошедшего. Сегодня в Московском районном суде Казани начался и через пару часов завершился громкий процесс в отношении экс-депутата Госсовета Татарстана Рустема Хасанова. Его обвиняли в хранении и приобретении наркотиков. По материалам дела 17 сентября он был задержан на Беломорской почти с 2 граммами мефедрона. Тогда Райс Республики строго осудил произошедшее и подчеркнул, поступок депутата должен быть тщательно расследован. Следствие длилось чуть больше месяца. О чем Рустем Хасанов сегодня опросил суд, на чем настаивал гособвинитель и какой вердикт вынесли. Из зала суда Нафиса Минязова. Сегодня Московский суд столицы оказался в центре внимания большинства масс-медиа республики. Фемид рассматривает резонансное дело экс-депутата Госсовета. Такого, пожалуй, в истории татарстанского парламентаризма еще не было. Рустем Хасанов во время следствия находился под подпиской о невыезде. В суд он пришел сам, был в отличном настроении. На вопросы журналистов отвечал с иронией. Ничего запрещенного тебе не имеется?
этот раз нет. Увидев 20 журналистов, он решил снять их на мобильный телефон. Как сам отшутился, на память. Рустем Хасанов 4 года был народным избранником и лишился мандата 17 сентября, в тот же день, когда его задержали. Согласно материалам уголовного дела, Рустем Хасанов приобрел наркотики через интернет, заплатил за них 4000 рублей и ему скинули координаты. Он направился в лес на улицу Беломорская. Нашел наркотики, но при виде стражи порядка выбросил их на край проезжей части. Изъятый был направлен на экспертизу, которая показала, что там был мефедрон весом без малого 2 грамма. Это значительный объем для возбуждения уголовного дела. Сдавать анализы на наличие запрещенных веществ в крови Рустем Хасанов отказался. Московским районным судом города Казани рассматривается уголовное дело в отношении подсудимого, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере. А какой вердикт суда вы сегодня ожидаете? Справедливый. В общем, надеяться на справедливость — это глубоко свойственно человеческой природе. Я в этом смысле от вас ничем не отличаюсь. Выслушав обвинительное заключение, подсудимый возражать не стал. Свое ходатайство, рассмотрение дела в порядке условного производства поддерживаете? Я впервые совершил за 40 лет жизни ошибку подобного масштаба. Сейчас понимаю, насколько это была идиотская выходка. Его адвокат просил суд прекратить уголовное дело в отношении подзащитного. После совершения инкриминируемого преступления Хасанов добровольно явился с повинной, активно способствовал раскрытию расследования преступлений. Ранее до совершения преступления являлся руководителем благотворительного фонда. Суд согласился рассмотреть дело в особом порядке и удалился в совещательную комнату. Гособвинитель в прениях запросил 1 год и 3 месяца условного срока. Представитель Фемиды назначил наказание на 3 месяца меньше. Назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год. После оглашения приговора Рустем Хасанов признался журналистам, планирует заняться благотворительной деятельностью. Нафиса Минязова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. В Татарстане сезон навигации на Волге планируют завершить 21 ноября, на Каме 10-го. Это самые поздние даты за последние 3 года и связаны с установившимся теплом. Об этом сообщили в ГИМС республики. В этом году речная навигация стартовала 29 апреля. Пассажиропоток вырос почти в 2 раза. Стало больше и происшествий. С начала года на воде погибли 69 человек. В происшествиях с маломерными судами оборвалась жизнь 5 татарстанцев. Были случаи выпадения из судна при маневрировании, наезды на подводные препятствия, а также повлияли погодные условия. Ледостав на наших водохранилищах прогнозируется на последней неделе ноября. Сейчас республика у нас находится в теплой воздушной массе, и УГМС прогнозирует понижение температуры на ближайшие дни только в ночное время до 0 часов. На реке Волга на Куйбышевском водохранилище прогнозируется 25-29 ноября. Это сравнительный анализ УГМС. А на Нижекамском водохранилище ледостав должен прийтись на 16 ноября. То есть, если на Куйбышевском водохранилище это на 3-4 дня позже среднемноголетних дат, то на Нижекамском водохранилище это раньше на 5 дней среднемноголетних дат. Для оказания помощи пострадавшим жителям сектора Газа сегодня в Казани открылись центры сбора гуманитарных грузов. Они заработали по поручению Рустама Миниханова. Духовное управление мусульман республики совместно с египетским фондом «Красный полумесяц» определили перечень необходимых товаров и продовольствия. Их жители приносили с самого утра. Отправляют даже курьерами через сервисы доставки. Подробности у Диляр Шариповой. Сейчас мы находимся на Патриса Лумумба 4, и именно здесь сегодня открыли пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших в секторе Газа. Как мы видим, здесь уже неравнодушные привезли и продукты, и предметы личной гигиены, и детское питание. К пункту сбора гумпомощи с открытия приезжают казанцы. Протянуть руку помощи приехала и жительница Куюков Руфия Сабитова. В багажнике ее машины продукты питания и бытовые принадлежности. О сборе помощи она узнала в интернете. Мы решили помочь своим родственникам, можно сказать, братьям, мусульманам, потому что они оказались в тяжелой жизненной ситуации, и это очень важно. Помогать, поддерживать в таких ситуациях. Не остаться в стороне решила и 25-летняя Камила Алиева. В центр Ярдам-Янаша помощь рядом привезла пеленки, детский крем, зубную пасту, шампуни. Я считаю, что нужно друг другу помогать, неважно кто мы, какой нации, религии. Обязательно необходимо приложить
к этому усилия. Собранную помощь пострадавшим доставят через транспортный коридор на границе Египта. Оттуда уже отправят в сектор Газа. С транспортировкой поможет МЧС России. Неравнодушных много в республике, в России. И это видно уже с утра. Большой поток звонков. И люди приходят, 70 лет были, 18-летние были молодые люди. Поэтому это говорит о том, что есть желание помогать. Малогабаритный груз принимают здесь, на Патриса Лумумба 4. Крупногабаритный можно доставить на Мазита Гафури 46. Также пункт сбора гумпомощи открыл фонд «Закят». Все они будут работать и в ноябрьские праздники. Диляра Шарипова, Наиль Абдуллин, ТНВ, Казань. Сегодня в Казанском Кремле прошло заседание Совета безопасности и Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям. Его провел Рустам Минниханов. Участвовали Ментимир Шаймиев, Фарид Мухаммедшин, члены правительства, главы районов, руководители предприятий, а также духовенство. Татарстан исторически является общим домом для представителей многих народов, заявил Раис Республики. Как жить так, чтобы комфортно было всем и коренным жителям, и новым гражданам страны, которых с каждым годом становится больше? По итогам переписи 2020 года в республике проживают представители 175 национальностей. В 33 городах и районах открыли филиалы Ассамблеи народов, а количество домов дружбы достигло 13. Татарстан исторически является общим домом для представителей многих народов. За последние десятилетия наблюдается постоянное увеличение нашей многонациональной семьи как в крупных городах, так и во многих сельских поселениях. Это происходит в том числе и за счет роста количества трудовых мигрантов, иностранцев, получивших российские паспорта, а также иностранных студентов. На встрече обсудили инциденты, которые произошли в Татарстане с участием иностранных граждан. Сейчас в республике почти 36 тысяч мигрантов. В основном они работают в сфере строительства, торговли, общепита, транспорта и на обрабатывающих производствах. Как правило, иностранных граждан привлекают крупные компании. Раис Татарстана подчеркнул, чтобы обеспечивать общественную безопасность в республике, важно контролировать ситуацию в миграционной сфере. В отдельных российских регионах возникают довольно острые ситуации в связи с резким притоком иностранных рабочих. Подобные факты есть и в нашей республике. В целях поддержания общественного порядка и общественной безопасности республики важно контролировать ситуацию в миграционной среде. Безнадежные должники смогут бесплатно списать долги. Как работает упрощенная система личного банкротства во внесудебном порядке, читайте в интернет-газете «Реальное время». Общественность республики понесла тяжелую утрату. На 59-м году жизни после продолжительной болезни скончался Валерий Макаров, бывший глава Агрызского района. Муниципалитет он возглавлял с 2013 года на протяжении 7 лет. При его активном участии в районе благоустроили территории, обеспечили бесперебойное функционирование системы ЖКХ. Большое внимание Валерий Владимирович уделял качеству жизни людей. Приоритетным направлением его работы была постоянная поддержка старшего поколения. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах, говорится в некрологе, подписанном Рустамом Миннихановым, Ментимиром Шаймиевым, Алексеем Песошиным, Азгатом Сафаровым и другими официальными лицами. Рустам Минниханов сегодня встретился с новым начальником пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям Юрием Урвановым. Обсудили вопросы взаимодействия правительства Татарстана и пограничного ведомства. Юрий Урванов назначен на эту должность в октябре указом президента России. Татарстан полон решимости успешно реализовать эксперимент по внедрению в стране исламского банкинга. А федеральные структуры возлагают на республику большие надежды и готовы оказать содействие. Об этом заявили сегодня на заседании в Доме правительства. Здесь с участием Рустама Минниханова обсудили республиканский план мероприятий по реализации эксперимента. По решению Владимира Путина пилотный проект исламского финансирования с 1 сентября стартовал в Татарстане, Башкортостане, Чечне и Дагестане. Какие шаги необходимо сделать для воплощения идеи, узнал Дмитрий Аренин. Сейчас исламские банки и инвестфонды в основном находятся в странах Ближнего Востока и в Малайзии. Ежегодно объем средств, которые управляются по нормам шариата, растет. Сейчас это около 3 триллионов долларов. Как отметил на заседании Рустам Минниханов, такая быстро растущая сфера способна принести в республику дополнительные инвестиции и расширить спектр банковских услуг. Что такое исламский банкинг? Вот люди думают, что мы только деньги должны. Ведь это
услуга, в которой нуждаются те люди, которые проповедуют ислам. Это реально очень серьезный такой в нашей стране такое решение. Это хороший сигнал исламскому миру. Мы благодарны руководству страны, что такие инструменты есть. Исламский банкинг основан на соблюдении канонов шариата. Главный запрет касается процентов. Банки получают прибыль с инвестиций, поэтому основные операции – рассрочка, лизинг и долевое финансирование. Такой деятельностью в России будут заниматься только те учреждения, которые пройдут отбор в специальный реестр. Сейчас Центробанк принимает заявки. Важно и то, что исламские продукты должны разрабатываться местными богословами, которые пользуются доверием местной уммы. Тогда муфтияты будут разделять ответственность вместе с финансовыми организациями перед мусульманской общественностью. Для реализации эксперимента в Татарстане сформирован план мероприятий. Сейчас ключевая задача – информирование. Основными факторами, препятствующими использованию партнерского финансирования, по мнению как бизнеса, так и населения, является недостаточный объем информации о продуктах и о финансовых организациях и непонимание механизма работы партнерских финансов. Вторая важная задача – подготовка специалистов, умеющих работать по новым требованиям, пока единицы. Здесь самое главное, безусловно, это переподготовка специалистов в области исламских финансов. Мы разработали совместно КФО и будем реализовать на базе КФО и РИИ. Это 250 часов для работников финансовых учреждений. Чтобы исламский банкинг органично вписался в российские реалии, будет действовать Федеральный экспертный совет. Он будет готовить и вносить нормативные поправки. Об этом сегодня на совещании рассказали авторы закона. Экспертный совет. И у нас появится реальный инструмент такого постоянного обсуждения тех проблем и принятия решений. На вас, в первую очередь, лежит очень высокая ответственность по тому, чтобы выработать правильные подходы и показать всему миру и всей России, что партнерское финансирование – это правильный путь. Рустам Нургалиевич, 2 года летят быстро, нам важно не дискредитировать идею. Закон приняли, и очень важно показать результат. И здесь большая надежда на вас, а мы ваши помощники. Спасибо. Большое спасибо. На самом деле, это дело давно продвигали. Вроде все получается. Эксперимент будет идти до сентября 2025 года. В случае успешной реализации исламский банкинг станет постоянным и получит всероссийский масштаб. Дмитрий Айрин, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Духовные школы Казани. Святость, ученость, новаторство. Такая выставка сегодня открылась в музее Казанской епархии на Большой Красной. Она дала старт череде юбилейных мероприятий, посвященных 300-летию Казанской духовной семинарии. Здесь представлены подлинные экспонаты, одежда, книги, предметы быта семинаристов XIX века, уникальные фотографии и документы из разных музеев и частных собраний. Выставка рассказывает о том, как в столице создавались духовная академия и семинария, кто стоял у истоков духовного образования и какой вклад казанские духовные школы внесли в российскую науку, образование и культуру. Среди выпускников юристы и политики, медики и фармакологи, китаеведы и тюркологи. Мы назвали нашу выставку «Духовные школы Казани. Святость, ученость, новаторство». Вот как раз новаторство отражает то, что выпускники и семинарии Казанской, и Казанской духовной академии, может быть, в большей степени, стали действительно передовыми в каких-то областях науки. Можно вспомнить личность архимандрита Иокинфа Бичурина, который открыл для России китайскую культуру, так сказать, наиболее известный синолог, и множество других. Неизвестно на самом деле, где был центр вообще просвещения, то есть Казанский университет или Казанская академия в свое время, потому что это было настолько все пересекалось между собой. И Казанская духовная академия, она была в свое время самой, если такими словами, продвинутой академией в Российской империи. Профессора славились на весь мир. В России продолжается голосование за достижения регионов. На сайте достижения.рф можно выбрать свой субъект и отдать голос за его исторические памятники, передовые отрасли и предприятия, фестивали и форумы. Татарстан представлен 16 проектами. Это возрождение Болгара и острова Града-Свияжск, Иннополис, особая экономическая зона Алабуга, Аммония и Казанский вертолетный завод, полилингвальная школа Адамнар, фестивали «Созвездие» и «Наше время» и другие. Победители объявят на международной выставке «Форуме Россия», которая пройдет с ноября по апрель на ВДНХ в Москве. Давайте поддержим Татарстан.
Телеканалу Шаян ТВ исполняется 5 лет. Первый маленький юбилей отметят 12 ноября. Сегодня наши юные коллеги объявили совместную акцию с сетью ресторанов «Тюбетей». Весь ноябрь во всех ресторанах сети можно будет заказать специальный бокс «Шаян Каляпуш», в который войдут памятные сувениры от телеканала. Если у вас нет возможности смотреть программы нашего телеканала по телевизору, вы можете скачать мобильное приложение ТАТ ТВР. Смотрите и слушайте любимые программы ТНВ и Болгарадиуса в своих гаджетах. Смотрит весь Татарстан, смотрит весь мир. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Наилем Дихате. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Здравствуйте, Исяммисис, в студии Наиль Дихате. В Татарстане в предстоящие сутки температура понизится, однако осадки практически прекратятся. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Арске, Зеленодольске и Богатых Сабах переменная облачность, осадков не прогнозируют. Температура днем от 1 до 3 градусов тепла, ночью до 2 градусов мороза. В Буинске, Тетюшах, Камском устье ожидается солнечный день без осадков, днем до 5 градусов тепла, ночью от 0 до 1 градуса мороза. В Чистополе, Новошишминске и Мамадыше будет небольшая облачность, без дождей. Днем около 3 градусов тепла, ночью около -3. В Нижнекамске, Менделеевске и Менделинске облачно с прояснениями. Здесь местами возможен мокрый снег. Днем от 0 до 2 градусов тепла, ночью до 3 градусов мороза. В Альметьевске, Бугульме и Азнакаево временами будет появляться солнце. Осадков не ожидается. Днем около +1, ночью до -4 градусов. В туристических городах нашей республики ожидается отличный солнечный день без осадков. В Свияжске ясно, дождей не прогнозируют. 4 градуса тепла днем и 0 градусов ночью. В Болгаре также солнечно и без осадков. Днем 4 градуса тепла, ночью 2 градуса мороза. В Елабуге переменная облачность и тоже без дождей. Днем будет около 2 градусов тепла, ночью около 3 градусов мороза. В предстоящие сутки солнце порадует и казанцев. В столице Татарстана будет ясно и без осадков. Температура днем составит 3 градуса тепла, ночью 0 градусов. Давление высокое, 762 мм ртутного столба. Ветер юго-восточный умеренный, влажность 75%. Магнитное поле Земли спокойное. В выходные наконец-то выглядит такое редкое сейчас солнце, поэтому стоит этим воспользоваться и провести эти дни на свежем воздухе. Но не забывайте одеваться потеплее. Это все о погоде. Берегите себя. Я с вами прощаюсь. До встречи.